Открывая встречу, вице-президент Бадра Гунба отметил важность обсуждения актуальных тем двустороннего абхазо-российского сотрудничества со студентами одного из ведущих вузов мира МГИМО, совместно с участниками проектов «Гордость Абхазии», «Будущее Абхазии» и со студентами АГУ. Возможно, кому-то из присутствующих студентов МГИМО однажды выпадет честь представлять Российскую Федерацию в качестве посла, дипломатического сотрудника в Республике Абхазия. Или наоборот, кто-то из студентов АГУ будет представлять Республику Абхазия в Российской Федерации. Наращивание контактов, развитие дружеских отношений – это путь к народной дипломатии. Студенты в МГИМО ознакомились с культурой, историей, географией, а также экономическим потенциалом нашей страны, показав фильм, подготовленный Министерством иностранных дел при поддержке Торгово-промышленной палаты. Далее началась официальная часть встречи. Присутствовавший на конференции министр просвещения и языковой политики Инал Габли отметил, что в сентябре в Абхазии пройдет молодежный форум, в котором будут участвовать и студенты МГИМО, факультета управления и политики. Мы совсем скоро будем создавать молодежный совет при министерстве, чтобы собирать наилучшие идеи, инновации, проекты, которые можно реализовывать, например, в Абхазии. Да? Поэтому приглашаем вас в том числе. Модератором конференции выступил министр иностранных дел Инал Ардзинба. Он отметил, что существует огромное количество дезинформации, а именно Абхазию преподносят как страну с высоким уровнем преступности, что, конечно же, отрицательно сказывается на имидже страны и инвестициях. Президент Абхазии уделяет особое внимание реформе правоохранительной системы нашей республики. Это чрезвычайно важно для привлечения инвестора, для привлечения туриста. Наша экономика, она во многом зависит от потока инвестиций и от туристического потока. Это внешние параметры, естественно, эти параметры очень сильно зависят от имиджа, потому что каждый турист и каждый инвестор, конечно, оценивает страну, ее безопасность, предсказуемость, и тогда уже принимает решение вкладывать денежные средства и приезжать или не приезжать. Отдельный блок вопросов – это работа и поддержка молодежи, добавил Инал Ардзинба. А важным является международное сотрудничество в сфере информационных технологий. Например, в Беларуси развивается IT-сектор. Активно и за очень короткое время возросло качество услуг, которые они предоставляют. Развивать данную отрасль также в интересах Абхазии. Обсуждалось выделение квот на различные факультеты, преимущественно связанные с IT-сферой, такие как факультет компьютерных наук, высшей школы бизнеса, бизнес-информатики и многих других. Были достигнуты договоренности, над этим будем работать. Более того, обсуждалась идея создания IT-парка. IT-парка в Абхазии, который будет представлять собой пространство для программистов из различных государств, из Беларуси, Украины, вышеупомянутых и так далее, для того, чтобы они просто могли приезжать к нам, работать в свое удовольствие и тем самым налаживать абхазо-российское сотрудничество в данной сфере. Присутствующий на встрече начальник управления по воспитательной работе МГИМО Хамед Хасан поблагодарил организаторов конференции за теплый и радушный прием и отметил, что на протяжении многих лет в МГИМО существует абхазское землячество, которое по праву считается одним из самых активных и инициативных национальных сообществ института. Оно занимается проведением различных мероприятий, от просмотра кинолент на родном языке до проведения встреч с выпускниками МГИМО и конференций с участием выдающихся соотечественников. Конечно же, с учетом количества студентов и выпускников Абхазии, из Абхазии было принято решение тоже при поддержке Инала Батовича открыть Абхазскую ассоциацию выпускников. Его председателем стала Амина Акрба, это тоже наша выпускница факультета международной журналистики и ныне преподаватель на факультете журналистики. Студенты МГИМО имели возможность задать вопросы, касающиеся внешней политики Абхазии, а также современного состояния экономики, социальной сферы и культуры. Каковы сферы экономического взаимодействия Абхазии с государствами-членами ООН, кроме России? Например, с Сирией, с Венесуэлой, Никарагуа и прочими. Организация Объединенных Наций, я коротко прокомментирую, находится в заложниках у Соединенных Штатов Америки, и у нас нет доступа физического к этой организации. Мы много раз запрашивали слово хотя бы, но нам не предоставляется это слово. В связи с обострением геополитической ситуации, конечно,
наше взаимодействие находится сейчас на достаточно такой низкой точке, хотя определенный диалог мы поддерживаем. В завершении встречи Инал Ардзинба рассказал студентам МГИМО о принципах общения с международными партнерами. При этом подчеркнул, что к фундаментальным основам жизни народа Абхазии относится уважение к тысячелетней государственности, непростой исторической судьбе и уважению к наследию Отечественной войны 1992-1993 годов. Сария Кварацхеля, Арина Гухава, Абхазское телевидение.